Сегодня Маганский производственный комплекс можно назвать настоящим сердцем авиакомпании «Полярные авиалинии». Именно здесь базируется больше половины всех воздушных судов-перевозчика, выполняется множество рейсов и производится ремонт и обслуживание самолетов и вертолетов. Но так было не всегда. Трудно представить, но еще в 2003 году символом материально-технической базы авиакомпании «Полярные авиалинии» выступало вот это старое, непримечательное деревянное здание. Именно отсюда берет начало работа данного комплекса. По словам директора предприятия Юрия Мухаметова, 20 лет назад здесь было лишь два воздушных судна – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. Тогда специалистам лишь предстояло возродить региональную отрасль и поднять ее с колен после лихих 90-х. За эти 20 лет авиакомпаний было вложено около 250 миллионов рублей собственных средств на развитие базы, на содержание, на строительство новых объектов. В 2003 году у нас было 30 человек обслуживающего персонала, как техников, так и технического состава. А на сегодня уже здесь, на базе Магана, работают более 200 человек. При этом около 70% работников комплекса – молодые специалисты. Таких за пределами региона не найти, поскольку в их подготовке учитываются климатические особенности республики. Естественно, это, как говорится, свои особенности. То есть где-то что-то подогреть, где не подогреть дополнительно еще. В таком плане. Коллектив, как говорится, у нас сплоченный, дружный. Как говорится, несмотря на то, что молодой состав помогает, естественно, друг другу, потому что без помощи тяжеловато работать будет. И каждый из них не понаслышке знаком с особенностями работы в самом холодном регионе страны. Так, еще 2 года назад производить ремонт самолетов приходилось даже зимой в минус 50 градусов. Наши службы обеспечены всем, в том числе и теплым ангаром. Это наша гордость. Это была мечта наша. Как вы знаете, что все обслуживание зимой производилось на улице. Это, представляете, вся техника ремонтировалась на улице. А сейчас техника обслуживается в теплом, современном большом ангаре. 20 лет для такой крупной отрасли – малый срок. Но, несмотря на это, добиться удалось многого. От одного деревянного барака до 14 тысяч квадратных метров административных и производственных зданий. От 2 воздушных судов до свыше 60 единиц техники. В конце концов, от желания только возродить региональную авиацию до 1700 полетов ежегодно в самые отдаленные уголки республики. Саргалана Неустроева, Иван Саракаумов, Маган.